В Ингушетии в 2026 году планируют создать молодежный центр креативных пространств и творческого развития «Парк ремесел». Основные направления реализации проекта обсудили председатель комитета по делам молодежи Адам Мальсагов и руководитель Ассоциации ремесленников республики Адам Галаев. Центр станет современной площадкой для ремесленников разных направлений, от народных ремесел до декоративно-прикладного искусства. Его резидентами смогут стать все ремесленники Ингушетии, как участники Ассоциации ремесленников, так и мастера, не входящие в нее. Правительство России продлило возможность заключения соглашения о стабилизации цен на продовольствие до 31 декабря 2029 года. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке, так как механизм упомянутых соглашений предполагает принятие хозяйствующими субъектами добровольных обязательств по снижению и неповышению цен на востребованные товары широкого потребления или социально значимые товары. По данным Федеральной антимонопольной службы, на октябрь текущего года соглашения заключены в 71 субъекте страны с участием 14 546 хозяйствующих субъектов. Стали известны предварительные даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году. Проект расписания опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ стартует с 20 марта и продлится до 20 апреля. Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, а на дополнительный период отведены дни с 4 по 25 сентября. Для тех, кто по уважительным причинам не смог написать экзамен в основной период, предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня, а желающие пересдать один из предметов выпускники смогут сделать это 8 и 9 июля. Проведение ОГЭ тоже трехэтапное: досрочный, основной и дополнительный периоды. Предельным сроком явки в военкомат после даты размещения электронной повестки предлагают установить 30 дней. Соответствующую поправку внесли в законопроект о круглогодичном воинском призыве. Другой поправкой устанавливается, что военные комиссариаты будут вправе выдавать не только электронные повестки, но и выписки из реестра воинского учета в электронной форме гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, то есть всем военнообязанным и не прошедшим военную службу. С 20 января 2026 года дети младше 14 лет смогут пересекать границу России только при наличии заграничного паспорта. Этот документ станет обязательным даже для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Заграничный паспорт необходимо оформить не позже, чем за месяц до выезда. Подать заявление может только родитель или законный представитель. Это можно сделать через госуслуги, в МФЦ или в отделении МВД по вопросам миграции. При этом на границе, кроме загранпаспорта ребенка, может потребоваться и свидетельство о рождении для подтверждения полномочий законного представителя. Мошенники стали переводить россиянам деньги на карту якобы по ошибке, чтобы впоследствии запугивать финансированием террористических организаций после возврата суммы, рассказали в МВД. В ведомстве советуют в таких случаях для начала проверить на официальном сайте или в приложении банка, что деньги действительно поступили на счет, так как иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах. Убедившись, что средства зачислены, нужно немедленно связаться с банком. Банк зарегистрирует обращение и проверит источник поступления денег. Тратить полученные деньги или переводить их обратно в МВД не советуют. Граждане могут воспользоваться официальными функциями возврата. Получение компенсации по ОСАГО стало полностью доступно онлайн. Воспользоваться данной опцией можно с помощью портала Госуслуги или сервиса Госуслуги Авто. И не имеет значения, как была оформлена авария по Европротоколу или инспекторам ДПС. Об этом сообщила Минцифра в своем телеграм-канале. Чтобы получить компенсацию, автомобилисту следует подать заявление в страховую на выплату по ОСАГО на госуслугах или в Госуслуги Авто. Практически все данные подгрузятся автоматически. По результатам рассмотрения заявления страховая пригласит водителя на осмотр авто, а затем выдаст направление на ремонт или начислит компенсацию на банковскую карту. В случае возникновения ДТП с участием более 2 автомобилей необходимо обратиться лично в свою страховую, а при причинении вреда здоровью – в страховую виновника столкновения.